В Международный день театра, а также в рамках акции «День родного своего» на унитарном предприятии «Светоприбор» прошла премьера комедийного спектакля «Микита Улапать». Постановку по пьесе классика белорусской литературы Михася Чарота подготовила театральная студия предприятия «Скарб». Говорит ее руководитель, режиссер, лауреат премии Михася Лынькова Сергей Карбовский. Пьеса, она написана 103 года назад, то есть в 1923 году. Этот спектакль, он яркий, он зрелищный получился. Хотя мои девчонки, они считают, что они немножко играют уже одних те же роли, сами себя в разных интерпретациях. Как они говорят, мы все время кур кормим, вот цып-цып-цып, цып-цып-цып. Но, мне кажется, все равно очень важен момент народного характера. И вот народный характер, он как раз в этом спектакле есть. И эта пьеса, она прошла уже, я не знаю, какой коллектив, то есть ее ставили все самодеятельные коллективы, я думаю, в республике. И, наверное, почти все профессиональные театры поставили. То есть она шла и в театре киноактера, и в молодежном театре, она шла и в Гродно, и в Купаловском театре в свое время шла под названием «А жениться не журиться». И все этот спектакль, эту пьесу, они интерпретируют по-своему. Для меня она была такая пародия на шекспировского Отелло. То есть вот такой вот ревнивец Евмень, который вот ему сказали, что жена изменяет, он в это поверил, и он начинает расследование собственное. Знаете, очень сложно играть, когда сам ставишь спектакль, но ты знаешь, очень точно прорисовываешь свою сверхзадачу и свое сквозное действие, чего ты должен добиться от партнеров. Для вас, как для режиссера, как для руководителя студии, важно ли всегда выбирать тематику пьесы, подходящую под нынешнее время? Конечно. Но вообще мы стараемся больше ставить современные пьесы. И я считаю, что, в принципе, «Микита Улапать» – это тоже сегодня очень современная пьеса. Несмотря на 103-летие, да? Да, на 103-летие, да. Со дня написания. Костюмы белорусские там как будто, и вроде как и текст идет. Но я уверен абсолютно, что если одеть актеров в современные костюмы и пустить их на сцену, и оставить этот текст, это все будет очень современно и также интересно. Тяжело ли было вообще ставить с нашими актерами вот эту пьесу? И в чем разница игры профессиональных актеров от самодеятельных? Вообще я скажу, что этот спектакль был самый сложный по постановке. Во-первых, потому что немножечко какой-то раздрай и шатание начинается в коллективе, когда большие успехи, и как-то все думают, что и все хорошо, я что-то хочу новое попробовать, да. И поэтому у меня была проблема с мужским составом. Скажем так, тут у меня и Андрей приболел, Мартынов, который всегда палочка-выручалочка, он во всех спектаклях был занят. И поэтому мне пришлось очень здорово подумать, как собрать спектакль. Потому что одно дело взять пьесу, а другое дело довести ее до финала. У нас артисты универсальные, они же у нас и читают, и играют, и поют, и в легато, и в ансамбле в нашем «Столица», и везде. Поэтому в этом случае назначается дата, должен спектакль быть готов. Все, сразу все встрепенулись. А что касается профессиональных актеров, профессиональные коллективы сейчас пытаются эту бытовую пьесу, вот я Олега Киреева смотрел, спектакль в театре киноактера, он там пытается немножечко все сделать более образно. У него там профессиональный художник, который ему накрутил костюмы, там оформление, все. То есть иногда отсмотришь и не узнаешь вообще саму пьесу и сам спектакль. Поэтому я не мудрствовал сильно лукаво. Я ставил так, как написана пьеса. Мы даже не делали финал этого, там опять танцы, а мы уже танцы эти прошли на Камоедице в конце каждого у нас небольшого такого спектакля, танцы проходят. Поэтому мы решили, что мы сделаем точку. Цікаво, як Микита Улапать допомог мне ожениться, говорит главный герой. И все, идет поклон, потому что это как бы уже все понятно. Дальше разъяснять ничего зрителю не надо. Потому что очень часто режиссеры любят, вот финал есть, а давайте мы еще что-то к этому поставим. То есть не один финал, а 3 финала. Поэтому профессиональные актеры, они играют, скажем так, это профессиональная их работа. То есть они получают деньги за это. А самодеятельные артисты, они получают удовольствие. Как они это чувствуют, как им хочется выйти на сцену. Ну и ваши актеры справились со своей задачей, как вам кажется? Да.
Они справились, потому что важен момент выстраивания конфликта. А когда есть конфликт между, допустим, вот женщинами, да, там Агриппина и Дарья, тогда все получается. Потому что если выстроен конфликт, актер знает по задаче, что делать. И режиссер ему где-то со стороны только подсказывает. Потому что, опять же, когда я приглашаю актеров в свой спектакль, я примерно знаю, что они сыграют. Поэтому мне надо только их как бы направить, немножко почистить и где-то дать какую-то необычную задачу, необычное действие, скажем так, чтобы не было заштампованности. Потому что «Микита в Лапоть» – это немножко такой спектакль, который играется, и его все знают. А хотелось бы привнести свою свежую какую-то нотку. Как долго готовили спектакль? «Микита в Лапоть», он готовился довольно долго. Я так считаю, что он год готовился, потому что мы с сентября его брали, мяли, смотрели, потом кто-то приходил, кто-то уходил, у кого-то первая смена, у кого-то вторая смена, и поэтому собрать всех воедино – это очень большая история. Расскажите об изменениях в труппе. Состав участников расширился в последнее время. Расскажите о новичках, кто к вам пришел. Я так понимаю, что театральная студия стала по-настоящему инклюзивной. У меня, в принципе, инклюзив, он уже на протяжении, наверное, 2 или 3 лет. В свое время у нас еще был спектакль, назывался он «Нам бы про душу не забыть», по рассказам Василия Макаровича Шукшина. Так вот, у нас в этом спектакле участвовали и студенты Академии искусств, и участники коллектива «Солнечный круг», который мы каждый раз приглашаем к себе теперь на премьеры. Вот они нас здорово как бы творчески поддерживают. И они тоже любят театр. И когда они играли у нас в этом самом спектакле «Нам бы про душу не забыть», в рассказе «Сапожки» очередь играли. Как они все это интересно сделали. В этом спектакле «Микита в Лапоть» участвовали будущие студенты Академии искусств. Я уверен, что они должны поступить обязательно. Это Ростислав Лещук и Николай Варевончик, учащиеся лицея БГУ, которые тоже приобщились, понимаете, это как раз, если мы говорим про инклюзивный театр, то это инклюзивный театр, да. Это очень хороший опыт, потому что им было интересно пообщаться с людьми, которые уже прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы, занимаясь у меня с 2018 года, то есть нам уже 8 лет коллективу, и это уже у нас, если так посчитать, наверное, 8-я постановка. Взаимодействие зрячих и незрячих актеров, как вы расцениваете, как-то улучшило, усилило игру в целом в вашей студии? Я думаю, что да, потому что очень важно, чтобы был коллектив. Начинаются вот эти все шатания и депрессии тогда, когда вдруг кто-то занят чем-то другим и говорит: ой, я не могу, я не приду, это расхолаживает. А когда вдруг все берутся за спектакль, тогда вот всем интересно. И приходит Ирина Чередниченко: я вот вам в лапте принесла, я дома сплела, вот сделала. А что такое настоящий лапоть? То есть, когда это хороший реквизит. Тогда с ними играть мне самому было, когда я исполнял Евмения роли, мне самому интересно было с ним поиграть, посмотреть, что это за лапоть такое, рассмотреть. Потому что тут очень важен, опять же, точный реквизит. Тогда и точные действия. Когда есть точные задачи, точные действия у актеров, тогда и получается спектакль. Ну и опять же, вы знаете, я беру тот материал, который доступен нам по нашим способностям. Я понимаю, что материал, он подтягивает актера, да? Но все-таки надо здесь смотреть рамки, что мы можем, да, уровень потянуть, а что нет. Почему, опять же, Василий Ткачев в нашем репертуаре? И, опять же, «Без Егора будет горе», там «Мужчина с вредными привычками желает познакомиться». Вот я подумываю о пьесе его «Блогеры», последняя пьеса, которую он написал, «Царство ему небесное». И тут надо смотреть, кто есть. Но, с другой стороны, сейчас у нас задача по плану поставить спектакль по пьесе Николая Калиды «Баба Шанель». Мы когда-то пьесу прочитали, всем очень понравилось, и все думают, как это сделать, но она очень, скажем так, разговорная. Ее надо еще положить на действие. Но то, что у нас на предприятии очень много хоровых коллективов, о которых говорится в этой пьесе, мне кажется, что это будет даже и полезно. И со стороны посмотреть, и тем же коллективам
коллективом на себя иногда в период какой-то там репетиции или, наоборот, между своими выступлениями, взаимоотношения в самом коллективе и в нашем, и в других творческих таких же коллективах. Совсем скоро услышим мы запись вашего спектакля премьерного «Микита Улапать». Сергей Алексеевич, расскажите, кому какая роль досталась и почему, как вы считаете, вот конкретная роль подошла конкретному человеку? Гриппина, это у нас Ольга Лукашевич, это уже у нас такой стойкий боец, который знает, что требует режиссер от нее. Поэтому именно она должна была играть. И Дарья – это Ирина Чередниченко. И вот как раз они две как бы подружки, две соперницы, получается. Поэтому между ними возникает конфликт, а дети их страдают. Это Зоська, которую играет Елена Цай, и Савка, который Ростислав играет Лещук. Ну, а между ними, опять же, Микита, который теряет свой лапоть, Николай Варевончик. И вы, да? Расскажите о своем образе. Свой образ и умение – это такой ревнивец Отелло, скажем так. Но, опять же, мне было интересно найти словесный портрет этого ее умения, да, как он говорит, опять же, физическое его состояние, жара, он приходит после работы. Ну и вот она такая веселая комедия. Мне кажется, что это очень легкий спектакль. То есть он не требует, скажем так, каких-то таких умственных затрат, когда ты думаешь, ой, что там за образ такой. Там-то все понятно. Самое главное, что мы особенно не разжевывали это зрителю, да, но старались это пронести через себя, через свой характер, через свою судьбу. Очень мне нравится, как работает Елена Цай в этом спектакле. Она очень ответственно подходила к этой работе. Она выучила текст, она уже знала через 2 месяца по тому, как мы начали работу, она уже все знала. Но она еще не знала, кто у нее будет Савка, кто у нее будет Микита. Потому что у нас менялись исполнители, то был Роберт Симонян, то Борис Падера, то еще кто-то. Вот, поэтому она говорила мне: Сергей Алексеевич, когда вы мне скажете, кто у меня будет женихом? Ну вот жених, слава богу, появился, и мы их сосватали, что называется. Роману спасибо большое, руководителю нашей группы «Столица», который согласился поиграть на скрипочке, потому что вот этот мне очень важен был момент такой параллели. Молодой пары идет сцена, и скрипка катает звучащая в живом исполнении. Очень давно уже хотел задействовать этот прием в спектакле. Ну что, сейчас будем слушать этот аудиоспектакль в постановке театральной студии «Скарб». Вам, как режиссеру, какие напутствия хочется сказать вот нашим слушателям перед началом спектакля «Микита Улапать»? Слухайте нашу белорусскую классику и з задавальненнем старайтеся не быть теми доверливыми людьми, якія показаны ў гэтым спектакле. Няўжо ізноў пайшлі ў суседаву крапіву несціся? Бяда з курамі! Бадай на іх каршун! Цып-цып-цып-цып, кур-кур-кур! Нездарма, мусіць, людзі кажуць, што суседзі нешта такое ведаюць, што ў іх не тое, што свае куры ў хаце нясуцца, а і чужыя прыходзяць несціся. Каб ты не ведала ні святых калят, ні асенних дзядоў, калі я штосьці гэтакае паганае ведаю. У мяне чужыя куры нясуцца. А вось ты, дык праўда, кожную раніцу і овсом, і ячменём прынаджваеш да сябе чужых курэй. Выдра ты, плёткарка! Шкада святой серады, а то баблаяла цябе, як сучку. Суседачка, я ж на вас нічога дрэннага не кажу. Што ў вашай крапіве мае куры несліся, так гэта ж праўда. Ваш мужик яўменне даст зманіць. Але ж я не кажу пасля гэтага, што вы іх бралі. Ой, няхай мяне пярун заб'е, калі я дарэмна на каго выціраю. А калі яйцы мае прападалі, то мо іх ела ваша сучка? Сама ты сучка, гадоўка! Фу, гаварыць з табой не хачу. Не разумею, чаго яна да мяне
мяне чэпіцца кожны божы дзень. Сынок, прабач, пабудзіла цябе. Навошта вам сварыцца з суседзямі? Ну, ці ведаеш, ці ж гэта яна першая пачала. Яна пачынае, а вы ўзялі ды пайшлі ў хату. Што людзі кажуць, чуючы штодзень сварку на нашым дварэ. Ну, гэтак то гэтак. Але з чаго яна да мяне лезе заўсёды? Няўжо ж не разумееце за што? Усё за тое. Што, дачкі не хоча за цябе аддаць? Дык мы ж сілком не бяром! Чаго сварыцца? Сынок, захочаш гадзіцца? Дык такое добро знойдзеш. Не кажыце гэтак. Бо Зоська мяне усёю душою кахае. А так. І бацька нават яе скарджаецца. Вось толькі маці ніяк. І ліханька яе бяры. Але не дажджэ яна. Я ёй такую штуку падстрою, такога вераб'я падпушчу. Сама прыйдзе яшчэ маёй ласкі прасіць. Вось пабачыш, здохну я, калі ёй не аддзякую за яе ласку. Ластавы! А я толькі нравіцца, табе пачынае лахнуць языком, як трапло. А сутрымаеш язык, пачакай толькі. Бяда з гэтымі старымі. Ніяк не паладзіцца. Не тое, дык тое. Не за курыцу, дык за яйца. А ўсё сварацца. Ніяк іх пагадзіць не можна. Не ведаю, што даў бы, каб толькі жылены ўзгодзі. Мо хутчэй Зоська была б маёю. Гэтак жа я яе страшэнна кахаю. Дзе не іду, усё аб ёй думаю. А кем ты, пане добродею, думаешь? Ды вось думаю, як сенажаць хутчэй скончыць касіць. А цяпер пайду ў садок цялятам травы выкашу. А всі нажаті думай, колькі собі хочеш. А об Зосьці кинь думать. Не раз сказала і цяпер кажу, што яна табе не пара. За такого, як ты, я яе не выдам. Нехай лепш у дзелках сядзіць. Што у цябе ёсць? Зямлі кавалак, ды хата небом крытая. Мне здаецца, цётачка, што лепш выйсці за беднага, калі яго кахаеш, чым за багатага, ды нялюбага. А што з твайго кахання? Спадніцу пашыеш? Ці, можа, хлеб есці будзеш? Лепш Богу не грашы, ды людзей не смяшы, хлапец. Знайдзі сабе такую, як сам, ды жаніся. А на Зоську не спадзявайся, бо нічога не будзе. Знайшоў каго пакахаць. Ну вось, ці я вінават, што я яе кахаю? Мо б я і не хацеў кахаць, але сэрца. А што я бяднейшы за яе? І тут я не вінен. Эх, ну як гэта старыя не могуць зразумець нас, маладых? Я ўжо ў свой час, і мне прыходзілася гэтак жа хварэць і гэтак жа кахацца, як кахаю я. Не. Мусіць не. Бо каб ведалі яны, як гэта цяжка. Эх, убогасць усяму віна. Але Зоська, яна шчыра кахае мяне, нягледзячы, што я бедны. І бацька дакляруе нават дапамагчы чым-колішча. А вось маці і гаварыць не хоча. Самочка! Помоги мне! Что? Что такое? Утомилась? Это ж той дурень гнался за мною. Кто? Який дурень? Який дурень? Один же у нас дурень, Микита. Подай тебе! І ти його сполохалася? Заўсёды ко мне чепится. Як убачить, каже, кохаю тебе, жить без тебя не могу. Ну, значиться, кохає. Да иди ты вон разом с ним. Як до нас приходить, я з хати утікаю, альбо кочергою ганю
Ну, добра, заступлюсь. А ти сьогодні матірки наші не сварилися? Як же, яще як. Чого ж так? За курей. Ех, Зоська, нещасливі ми з тобою. Не бить мусить тому, чим ми так часто гутарили. Не сумуй, Савочка, прийде щаслива хвилина. Матірки наші погодяться, і ми злучимося назавсёди. А покуль що, кохаємося і не тратимо надії, що і наша зорка засвітить ясней на небі і узведе нас на одну стежку, якою будемо йти з тобою все життя. Бог хто-небудь погодить наших матірок. Ех, Зоська, розумієш, я не чекаю той години. Чекаєш, не помреш. А куди ти сьогодні косить пойдеш? Пойду у садок, викашу трохи, покуль сонце не пеше. Бо тоді за вашими пчолами не можна подвести. Ну, добре. Ти іди косить, а я пойду тобі блінов принесу. Что ты, Зоська? Це не твоє діло, коли я кажу, так треба. Я хутка. Ну і Зоська, без яє мне життя не буде. Ех, доля, доля, чому я таким родився? Не словил, а сводаль Бог поцеловал бы. Ось тільки лапець розв'язався, гоняючися за ёю. Але ж спритная дівчина, як наша тялушка. Тільки хвостом не махає, а бежить так само, що догнать не можна. І чому вона мене не любить? Ты ж сказала, люблю, а вот яблоки ей давал, так не хотела брать. А теперь не приступ. Як молодий конь до оглоблю. Ой, так Зоська, Зоська. Как только я на Савку не покахала. Але ж, кажуть люди, что мяне, значит мяне. Ха-ха, у полі жито расте з колосами, покахала Микитку яна з кудасами. Здається, іде. Пойду за кусти сховаться, як почне Савка блины есть, и я зненацку як крикну. И он спужается, блинами удавится, а мне Зоська застанется. Што гэтак сёння доўга? Яўмення няма з поля. Зарабіўся. Трэба яму нагаварыць хоць няпраўды, каб трохі аддубасіў жонку. Будзе ведаць, як добра слухаць няпраўду. Каб толькі хутчэй ён ехаў. Пабачым, хто перад кім паклоніцца. Паскуда гэтакая, бракуха. Ой! А! Вы! Волосы, ты что, забились? Мед смачный, але кусаются моцно. И блинов Савку не донесла, а я будет чакать. Ой. Смачные блины. Смачные блины. Ну, якія смачные блины, пече Зоська. А я еще не снедав сьогодні. Ось подвезло. Смачные блины. Здається, батько їде з поля. Дякую. Эх, сивый конь бежит, за им рыба. Ох, понравилась мне тая девчина. Ох, понравилась мне тая девчина. Ох. Ох, опять а як у Шелесника. Дзень добры, суседзі. О, добрый день, добрый. А я ж кажу, зранку пачало так пячы,
каб часами дождь не пошел. Ого. И заморились вы, видать. Ого, ужо ж, заморился. А? Хлопца не нанял. Самому приходится и за сахою, и за бараною, и за конем тягаться. А? Вот так вот, ніколи в хаті не бываем. А я и кажу, что это и дрэнно, что в хате не бываете. А хто ж каже, що добре? Вядомо дрэнна, трасою в бок. Вось, человек за працею ніколи в хате не бывает. А люди, чорт ведае, что говорят. А що яны говорять? Що я гультаю? Не, але лепш об этом не казать. А, ну что, ну кажи уже трасса тобі в бок. Кажу, лепш об этом не казать. Ой, зацікавила і казати не хочеш. Ну кажи, я зловатися не буду, трасса тобі в бок. Ну, коли так пристаєш, то слухай і не гневайся. Ну, слухаю. Кажуть люди, Ну. ну, гэта ще й неправда. Ну. Як сам бываєш у полі, працюєш, до жонки гості ходять, частуються. Хто це тобі сказав, трасса тобі в бок, а? Я тобі не скажу. Але я ще раз скажу. Гэта ще все мана, покуль сам не переконаєшся, мовчи, лепш, мало що люди. Я буду мовчать трассою в бок, а? Яна тут п'янство, ще що витворяє, а я буду мовчать. Ага, я гляжу, і на опошнім часом осою почала кидатися в очі. Ох, потягну разом кошти, так буде він, як мене шукать, трасса тобі в бок, а? Ось і вдалося. Нехай же ведає, як неправду слухать. Мо трохи пом'якчеє, ён ёй покаже. Я умення, я добре ведаю. Що трасса тобі в бок? Достанеться ёй за курей. У гам'ё доброе має. Буде ведать, як з сусідями треба жити. Ой, жадаў, каб цалка блінамі ўдавіўся, аж на сам не ўдавіўся, уцякаючы. Але бліны смачныя. Трэба яшчэ пачакаць, мо Зоська вынесе болей. Вынесе, Зоська, бліноў яшчэ болей, у садку цябе Саўка чакае. Эх, сон на свет показаться может. Ой, дзе мне дзявацца? А Ваня ўбачыць? О, а ты? Яшчэ трасса тобі в бок. Стой, не знойдуць! Чаго гэта я ў мень так сёння расходзіўся? Вынесе, Зоська, бліноў яшчэ болей, у садку Саўка чакае. Это подяка за твою ширую працу, да? Вот як, а? Я уже не послухай. Ну-ка, не жадаю. Правда. Вот я зараз выведу творозу. Трасса тобі в бок. Ой, з тобі дурень. Так что же это А ты ж будешь меня пить, милый мой миленький. А ты ж будешь меня бить, голубь мой сивенький. Буду бить, мила, буду бить, мила. Буду бить, ох-ха-ха, чернобровая моя. Буду бить, мила. Буду бить, мила. Соседочка, Ой, что стало? Василица заколола в ушах стемнело. Ходи сюда. Ой, ой, не хочу клястись і святою недількою. Але самі бачите, що я на мене даремно навалился. Да гэтак і збіў, што яшчэ не могу до плячэй докрануться. Ці ж вы, суседушка, по суседству живучи, не бачили, как хто до мяне ходил. Калі кому что якое, дык что там такое, дык нікому ніколі нічога. А калі кому что якое, дык что там такое? А все плохие языки. А я ж кажу, языки, але, а я сёння спаткалася з яўменем,
І учора нават казала яму, каб не слухаў людзей, бо людзі чэрці. Я дякую табе, дякую. Я бачу, што памягчэў крыху. Мусіць таму, што вы яму гаварылі аба мне. А я ж кажу, гаварыла. Гаварыла, не верыць усякай брыдзе. Ага. Ён увесь час кудысьці уходзіць з дому, а потым раптам з'яўляецца, каб каго застаць. Ці я дослужыла гэткага, каб мяне так цікаваць? Ён і цяпер кудысьці выйшаў з дому. Божа, Божа! А я ж кажу, што рабіць? Ну, пацікуе, нікога не ўбачыць. Дасць веры, што мана ўсё, яшчэ перапросіць. Ой, я ўжо колькі разоў яму казала, каб хутчэй перапрасіў вас, бо ўсё, што ён чуў, выдзерка людская. І ён-то перапросіць. Але сінякі, што парабіў на плечах пугаём, ад гэтага не загояцца. Трэба ж цярпець. Ну, вже ж буду терпіти. Але нехай Бог аддасць таму, праз каго ён біў мяне. А клясці не трэба. Загояцца. А дзе ж ваш Саўка? Саўка? У хаце сядзіць. І Зоська моя ў хаце. А чаму ім не прыйдзе да яе пабавіцца? Які ж з яго хлапец? Ідзіце і кажыце яму, хай ідзе да яе. А вам дзякую, што вы майго дурня угаворваеце. Ён вам дае веры. Ну, пайду я ў хату. Так. Ну, вось і ўдалося. Бач, якая мяккая стала. Хоць к хвораму месцу кладзі. А то не прыступіцца было. Нос вышэй коміна насіла. Як у бяду упадзеш, Кузьму бацькам назавеш. А то усё, некую хванабэрыю строіла. За гэтую хванабэрыю чухай цяпер плечы, Грыбіначка. Чухай. Улица тупанец, девка не шатайся, хлопец ловец поцелуй, никому не жалься. Эх, як хороша на дворе. Хлопцы і дзяўчаты на сяле гуляюць. А мне так сумна. Што гэта нядзелька, здаецца, буднім днём. І Саўка таксама сумненькі. І хто нам дапаможа ў нашым каханні? Хто паможа злучыцца назаўсёды? У свята ще горш на серце робиться. У будній день працюєш, дик аб усім забуваєшся. Саўка? Чого? Куди ти Ага, забрався? а я і не бачу. Куди ти забрався? Пойду рознесу жуду. Погляджу, як гуляють хлопці ды дівчата. Мо пойдем разом? А я и забылся, что твоя мать в хате. Ну, я пошел. Я буду там, где гуляете. Нет, дороженький, я не пойду, бо тата вертается. Боюсь, как знову не билися з мамою. Побьются и погодятся. Ну, я пришел. А вечером? А вечером я буду. Я только и чекаю вечера. Только не позднися. Пам'ятай. Не, ніколи не спознюсь. Бо це щастя чоловіка чекає і ведаючи об гэтым. Хто стане морозиться? Ну, бывает. Бывай, мой соколик. Гуляю за мяне, а я застануся ў хаце. І буду чакаць вечера. О, чай бы сонейка хавалася. І зоркі на небе убачыць. Ну, пошел Савка на игрыша. Значится, можно смело идти гулять до Зоськи. Хлопец ловить поцелуя, никому не жалься. Але треба занести ее яблоко. Але ж, каб не дать кислого, а то як учора шпурне мне в голову. Ой, кислый. Певна дичка попалася. Ага, это... Это лепше.
А вось гэты? Як цукар? Ну гэты я дам ёсць. Самка! Самочка, сынок! А где же это он поделся? Я уже до Ялменевых пошел. И полудновать забылся хлопец. Ай, бодай тебе! Готуй, скажу Сауку! Стой! Ты пускай возьмете чекалую! Стой! Обора учепилась! Ух, пойду скажу Сауку, что не хочет целоваться. Ну, только полетел, а? Здорово, я не зауважил, кто? А? Ты гляди, а? И лаптя покинул, а? И обору ушамил у плота, как ты себе голову ушамил. Трасса ты белбом. А? Значится, моя жонка. Значится, трасса ее любовь. Трасса ее любовь. Ой-ой-ой, куды ж гэта ён дзеўся? Так напалохала, згубіў мне дзе лапці і не ведаю дзе. О, бяда, што дзень новыя лапці плесці гэтак хутка рву, а тут яшчэ губляць пачаў. Не відаць. Дороженькая, теперь не вывернешься. Суседка! Суседка, выйди на двор, как ласка. Ну, А что мається казати, пані? ну скажи мне, как ласка, чий это лапоть? Чий? А сколько я могу ведать? Ты ведаешь. Все вы в одну дотку играете. А где вы его взяли? Где взял? У дворы. А, тому дети чьи принесли, я ж кажу. А, дети принесли, да? Да, ты так само за яе, чорт за чорта, да? А хотела, как дочку я отдал за сына, а правду казать не хочешь. Да киньте вы, соседи, люди наговорили, а вы и веры дали. Я не кину, пока не доведусь учению, это лапать. Ой, Никита, чаго? ты не бачил? Каго? Кто с двора бег? Чаго? Кто с двора бег? Чаго? Я питаю тебя, ты не бачил, кто с двора бег? Каго? Трасса ты белбом. І кричить, і пльоває. Чи не одурнел ён? І што гэта будзе? Што я бацьку скажу, дзе ён дзеўся? А мая яго дома забыўся? Не, здаецца, быў. Трэба шукаць. А? Я тебя пытаю. Кто у тебя был? Чих это лапать? Ой, же мама ведає, чи гэта лапать. Може, гэта свиньи потягнули вот такого. Скажи, ну что, вороны принесли, кара. Я не ведаю, я все ведаю. Далее так больше не будет. Трассового бог. Я выведу ваш розум. А что після? Закинув ті що? Знайшов недзе топа, да хоча, каб я згадала, чий ён, сколь мне ведаць. Так, не на улице, а на дворе. Трасса до Белбок. І знов тата починаєте. Святий день. Усі люди на вулиці сміються. Стягаю вот с этими богоморами будете ведать, хай смеются, хай ведают, якую Ялмень жонку має. Той Ялмень, який лічиться лепшим господаром на вёсцы. Мне уже все обтыгло. Соседи, дороженьки. Ну, кольки ж можно? Бач, миленькая, знайшов на вулиці лапать, і хочу, каб я згадала, чий ён. Ну, сколь мне ведаць, звар'яцеў ці што чалавек. Полторай. Не на улице, а на дворе трасса до Белбок. Да киньте ви його, тата.
я кажу, дети тут у им песок возили. Я сама бачила. Вось, песок возили. Песок возили, а? Как тебе на могилке вывезли, песок возили. Да мне еще было дома заговор. Дядечка, отдайте лапоть, а то тато свариться на меня будет. Який лапоть? Так мой, я от вас утекал и ушамила горло. Чому ти мені раніше не сказав, ти раз задавив Бог? А дякую вам, а я думал, что сгинул. Ага, а я казала, как тобі столько дён хворать, кольки ты мне синяков даремно пугую поробил. А я хоть раз сказала, Вось якая правда. сусіді, людей не слухай. А, Зараз возьму хоть и лапоть, да всю морду вытолку. Ой, я не дам паскудить лаптя. Проси пробачення, красці Олень, тебе. Олень, треба жонку перепросить, мало что придется. Лепше згодно жить. Ну, пробач. Я людей послухав, ну, і ви, сусідка, пробачте, здається, вас сьогодні так само трохи облаяв з гарачки. Ну, мені здавалося, що... Здавалося йому, хай тобі не здається, дурной овечці. Нічого, я пробачаю, я ж кажу. Ось дякую тобі, Микита, що ти признався до лаптя. Хай невідомо, що було. Ага, признался. Как до своего лаптя и не признаться. А кто мне сплять, окром батьки? А лепш за все. Гэта з сусідямі жить у згоді. Яны ж заўсёды правду скажуть. Няўжо ж не бачаць, што робіцца на адным дварэ? Певно, Савка вертається. А ми б у гэту щасливу годину на все мама згодилася. А ми, здається, ніколи не сваримося, хіба що ён. Що ён траса тобі в бок? І дітки наші живуть хай у згоді. Мой Савка, сынок, колькі разоў хацеў, але ўсё не адважыўся у вас запытацца. Чого ж питатися, коли Зоська згодная, ну? Ці у нас об гэтым пытаць, няхай самі згаворваюцца. Ось. Мамочка, хорошенькая, давно хотела б гэтым вас запитатися. Дачушка, або я перашкаджаю, няхай Бог дае ўсяго найлепшага. Лепшого, так. Ось і помогло твоє зілля. Микитка, іди позови Савку. Так вось он тут уже, иди с хлопцами. Савка, іди сюди вже! Один! Савка, хутчей, хутчей! Чого тобі? Не питай чого, а ось руку цілуй тату і мамі. Навошта? Не питай, а цілуй, коли кажу. Ти Микиту дякую скажи. А хоча й його лаптю. Ён погодив батьков, а яны згодилися, каб ми женилися. Няўжо? Большего щастя я иметь не хочу. Дякую. Ну, Дякую. ну ось. Жанися з Зоською, ось Калина ти прави землі. І жанися з Богом, страшного Богом. Бог, няхай Бог вас благословляє. Ну, А ось цікаво, як гэта Микита Лапоть допомог мне жениться з Зоською?